Представляю вам первой кандидатурой члена правительства. Кадровые перестановки. Зелимхан Евлоев представил главе Ингушетии предложение по составу руководства правительства. Не в тягость, а в радость. Увеличение пенсионного возраста в первую очередь поддерживают сами работающие пенсионеры. Если он знает хорошие дела своего деда, прадеда, его ингуша, он должен стремиться к тому, чтобы эти имена были прославлены. Послужные списки и копии орденов Георгиевского кавалера Мусы Бештоева. Музей краеведения пополнился новыми экспонатами. Вакцинация обязательна. Роспотребнадзор информирует. В стране зафиксировано 2 новых штамма гриппа. Мы фактически никого не отправляем домой. Все, кто приходит, пытаемся со всеми работать. Футбол детям. Как готовят будущих звезд в спортивной школе Малгобека, расскажем в выпуске. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Сегодня Юнусбек Евкуров в связи с вступлением в должность главы Ингушетии сделал официальное обращение к ингушскому народу. Подвел итоги проделанной работы по всем направлениям, определил цели и задачи на ближайшие годы по социально-экономическому развитию субъекта. В ходе своего выступления глава республики поблагодарил депутатский корпус и весь ингушский народ за оказанное доверие. Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые жители республики. Хамсер Мягкой. Всенародно избранные депутаты Народного собрания 9 сентября поддержали мою кандидатуру и избрали главой Республики Ингушетия. С пониманием масштаба ответственности принимаю это назначение. Хочу выразить депутатам парламента, а в их лице всему нашему ингушскому народу глубокую признательность за оказанное доверие. Свое избрание расцениваю как одобрение курса на всестороннее развитие республики, который проводился последние годы. Ингушетия прошла непростой путь, преодолела трудности противостояния с проявлением терроризма и экстремизма, сделала серьезную заявку на то, чтобы стать процветающим регионом России. Мудрый и трудолюбивый ингушский народ уверенно строит новую жизнь. Интенсивно развивается инфраструктура жизнеобеспечения республики. Растет благосостояние нашего народа. Высокими темпами развиваются все отрасли экономики и социальной сферы. Активно ведется работа по реализации приоритетных национальных проектов. Возводятся объекты промышленности и сельского хозяйства, учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, жилые дома. Преображение республики происходит при активной поддержке федерального центра. Мы искренне благодарны президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, правительству Российской Федерации в лице Дмитрия Анатольевича Медведева, которые с пониманием относятся к проблемам Ингушетии и делают все для оказания помощи в их решении. На предстоящий период у нас еще более серьезные планы, важнейшая цель которых в соответствии с майскими указами президента Российской Федерации – качественное повышение уровня жизни нашего народа. Нужно придать экономике большую конкурентоспособность на основе цифровизации и инновационных технологий, на современный уровень вывести сельское хозяйство, продолжить реформу в сфере образования и системе медицинского обслуживания населения. Мы и впредь будем уделять особое внимание духовно-нравственному, военно-патриотическому воспитанию нашей молодежи, волонтерской деятельности, сохранению нравственных ценностей, формированию бережного отношения к культурному наследию наших народов, в том числе народов России и Ингушетии. Положительный опыт работы с общественными организациями позволяет нам рассчитывать на дальнейшее повышение эффективности взаимодействия гражданского общества и власти, гармонизацию межнациональных отношений, участие правозащитных и некоммерческих организаций в общественных мероприятиях и контроле. И главными условиями реализации этих задач считают дальнейшую стабилизацию общественно-политической ситуации в республике, обеспечение единства, сплоченности нашего народа. Обращаюсь также и к тем,
кто не согласен с деятельностью власти, к тем, кто по-своему видит развитие региона. Наличие оппозиции – одно из условий демократического общества. Оппозиция есть во всех странах, и мы не можем быть исключением. Да, можно считать оппозицию системной, несистемной, но тем не менее она должна быть. Готовы выслушать доводы и предложения наших оппонентов, обсудить их. Мы можем и должны извлечь из этого диалога пользу, в первую очередь для нашего народа, чтобы консолидировать общество по всем вопросам – социально-экономическим, общественно-политическим. Отдельно хочу обратиться к нашим землякам, которые находятся в других регионах России – в Казахстане, Киргизии, Европе, других государствах. Дорогие братья и сестры, высоко несите то самое ценное, что есть, было и будет у нашего народа. Я сделал делал си. Давайте больше возможностей молодежи заниматься теми видами спорта, которые популярны там, где вы живете. Давайте образование, возможности трудиться. Любой наш земляк, где бы он ни находился, ответственен за республику. Помогайте своим родным и близким и держите высокую марку ингуша, жителей Ингушетии. Мы многое делаем, чтобы Республика Ингушетия была не только в России, но и во всем мире известна в положительном, динамическом развитии. Давайте вместе будем делать это и дальше. Отличительной особенностью нашего народа всегда являлась сплоченность и чувство братского плеча. Мы и сейчас нуждаемся в взаимопонимании и взаимном доверии, спокойствии и бдительности. Каждый гражданин республики должен решительно пресекать любого рода провокации. Домыслы способны разрушить достигнутый мир и спокойствие в нашем регионе. Уверен, общими усилиями всех жителей республики мы продолжим свое динамичное развитие, сумеем достичь высоких экономических показателей и станем в ряд с передовыми регионами нашей великой страны. Заверяю вас, дорогие жители Ингушетии, Хамсер Мягкой, что объединим усилия, мы добьемся нашей общей цели – улучшения качества жизни людей во всех уголках нашей родной республики. Далбарца Болбой, Далтея Бекта Юлева. Премьер-министр Зелимхан Евлоев представил главе республики предложение по составу руководства правительства. Обновленная структура предполагает сокращение количества зампредов с 8 до 5 за счет укрупнения функциональных обязанностей. Юнусбек Евкуров согласился с предложенными кандидатурами и подписал соответствующие указы. Свои должности сохранили Хусен Зурабов, Магомед Ужахов и Алихан Тичоев. Круг курируемых Хусеном Зурабовым направлений социального блока дополняется молодежной политикой, спортом, культурой и туризмом. Магомед Ужахов, занимающийся вопросами ЖКХ, гражданской обороны и безопасности, будет также отвечать за АПК, земельные и имущественные отношения и экологию. Алихан Тичоев продолжит работу на посту вице-премьера, постоянного представителя Ингушетии при президенте России. В сферу его ответственности добавился экономический блок. Аппарат правительства возглавит Муса Гарчханов. До назначения на эту должность он руководил Комитетом Народного собрания по государственному строительству и законодательству. Таким образом, должности вице-премьеров покинули Петимат Аушева, Магомед Гогиев, Игорь Храновский и Мадина Гойгова. Уважаемый Юнусбек Мамикевич, как вы и ставили задачу, у нас нет времени на раскачку. Мы знаем, что нам нужно делать, и представляю вам первой кандидатурой члены правительства. Это у нас вице-премьеры и министр нашего регионального правительства. Значит, по остальным в ближайшие несколько дней мы эту работу завершим. Также председатель правительства представил сегодня главе региона кандидатов на должности руководителей ряда ведомств. Позже Юнусбек Евкуров подписал указы об их назначении. Продолжат работу в новом Кабмине руководитель регионального Миннаца Муслим Яндиев, министр образования Юсуп Костоев, министр здравоохранения Марем Арабханова. Сохранили должности руководитель ЗАГС Ингушетии Мадина Барахоева, начальник управления по организации деятельности мировых судей Багаудин Муцольгов, начальник Ингуш Автодор Батыр Хамадханов.
Место руководителя Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ займет Осман Вышегуров. Мухаммеда Гагиева в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия сменит Хизир Галаев, который занят в этой сфере более 40 лет. Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики возглавит Ислам Аздоев, до этого занимавший должность заместителя руководителя аппарата Народного собрания республики. Министром имущественных и земельных отношений стал Руслан Магушков, сменивший на этом месте Магомеда Магушкова. Кроме того, Зелимхан Евлоев озвучил имя первого заместителя председателя правительства республики. Им остается Багаудин Аздоев. Сегодня состоялась ежегодная встреча Юнусбека Евкурова с выпускниками вузов пограничного профиля ФСБ России 2018 года и офицерами, прибывшими для дальнейшего прохождения службы на территории региона. В беседе с ними ингушский лидер подчеркнул, что много лет между пограничниками и местным населением складывались дружественные отношения, приведя примеры совместных действий и взаимопомощи при возникновении внештатных ситуаций природного и техногенного характера, и призвал развивать их дальше. Глава также выразил слова благодарности за честное служение великой России и ее народу. Он пожелал молодым лейтенантам карьерного роста, успехов по службе и крепкого здоровья, а офицерам и членам их семей мирного неба над головой. Свой рабочий день новый премьер-министр Зелимхан Евлоев начал сегодня с инспекционной поездки по Малгобекскому району, где осмотрел строительство объектов социального значения. В частности, председатель правительства проверил ход строительства учебных заведений, школы и детского сада, а также возведение Дома культуры в селении Верхние Очелуки. Дал поручение завершить все строительные работы качественно и в срок. Репортаж Зелимхана Калоева. Свой первый выезд новый председатель правительства Ингушетии Зелимхан Евлоев совершил Малгобекский район. Инспекция хода строительства соцобъектов – главная цель поездки. В первую очередь премьер проверил территории, на которых возводится детский сад и школы. Будущий детсад рассчитан на 190 мест. Сейчас на его месте только котлован, но уже совсем скоро появится новое здание. Зелимхан Евлоев отметил, что строительство образовательных учреждений – одна из основных задач субъекта, и сделал акцент на том, что выбирать участки под них нужно с учетом доступности и безопасности детей. Сейчас это место выглядит пустым, но совсем скоро тут появится новое общеобразовательное учреждение. Новая школа на 704 ученических мест. Площадь, отведенная под ее строительство, 3 гектара. По проекту в ней предусмотрен спортзал, оснащенный необходимым инвентарем, большой актовый зал, пищеблок, столовая, библиотека, специализированные классы и лаборатории. А на самой территории оборудуют спортплощадки. Вот объектов в эксплуатацию позволит существенно разгрузить другие сельские школы. Далее председатель правительства проверил ход строительных работ Дома культуры в селении Верхние Очелуки. Зал хореографии, библиотека и большой вместительный зрительский зал рассчитаны на 200 человек. Новый ДК станет отправной точкой для нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Сейчас строители на начальном этапе готовят опалубку под фундамент. После завершения всех работ жители смогут заняться творчеством и проводить культурно-развлекательные мероприятия в комфортных условиях. Открытие этого и других новых объектов позволит создать в регионе еще и дополнительные рабочие места. Рисовальный кружок предусмотрен, кружок танцевальный предусмотрен, артистическая комната, сцена там, как и должно быть. Прилегающая территория будет парковая зона отдыха, специально предусмотрен проектом. Посажены деревья, аллея, там скамейки для отдыха. По словам строителей, объект будет сдан в эксплуатацию в конце этого года. По итогам выезда Зелимхан Евлоев дал ряд протокольных поручений. Зелимхан Калоев, Рахман Цуров, Новости 24. Строительство Дома культуры активно ведется и в сельском поселении Аки-Юрт Малгобекского района. Работы были начаты в июле этого года по поручению главы Ингушетии. Сейчас на стройплощадке, как говорится, не покладая рук, трудятся десятки рабочих и задействована необходимая техника, что позволит в срок сдать объект. Фундамент будущего здания культуры уже заложен, сейчас идут работы по возведению стен. С открытием этого объекта местные жители получат не только место досуга и культурного просвещения детей, но и дополнительные рабочие места. Слово Михаилу Тангиеву.
На стройплощадке задействовано порядка 30 рабочих и несколько единиц техники. Каменщики, арматурщики, плотники ежедневно трудятся, чтобы успеть в срок сдать объект. Масуд Мутиев, бригадир группы. Тяжело, но работой доволен, делится строитель. Я в этой сфере работаю уже лет 40. Мне нравится, конечно, это моя работа. И всегда этим занимаюсь. И все вот эти мои стажеры, я сколько их попросил. Площадь объекта более 700 квадратных метров. Подготовка основания, заливка фундамента и кладка внешней стены. Самое сложное уже позади. Сейчас рабочие заняты армированием стен и обвязочного пояса. Нужно провести кровельные работы, отделочные работы, установка оборудования, инвентаря. А на территории самого участка будет парковая, как будто зона отдыха, скамейки, газон. Обустроено будет. С окончанием строительства Дома культуры местные жители получат большой зрительный зал на 200 посадочных мест. Также для школьников в здании будут предусмотрены танцевальный кружок с опытным хореографом и кружок художественного рисования. Также определено помещение и для сельской библиотеки. В данном здании предусмотрено помещение, которое будет отведено под библиотеку. И это очень отрадно, потому что наша сегодняшняя библиотека находится в плачевном состоянии. Это ветхое помещение, оно скорее было приспособлено под библиотеку, поэтому чудом сохранился сам книжный фонд. Что касается местных жителей, то строительство объекта они ждали не 1 год. Мы очень рады, что нам строится Дом культуры. А то у нас ребята вообще, как говорится, нечем было ими заняться. Это очень мы рады. Вам спасибо большое, что Дом культуры строится. Это для нас большое счастье. Строительство ДК планируют завершить уже к концу года. Объект станет еще одним достоянием села. К слову, в 2010 году здесь открыли школу на 540 мест, а в 2011 введена в строй новая амбулатория на 70 посещений в день. Микаил Тангии, Хамзат Халухоев, Новости 24. Сегодня в Москве началась 4-я международная специализированная выставка «Импортозамещение-2018», которая демонстрирует развитие потенциала отечественных предприятий. От нашего региона участие принимают 14 предприятий. Это САД «Гигант», молоко Ингушетии, АТМ, Сердало, завод ЖБИ и другие. Выставочная экспозиция призвана показать возможности и достижения отечественных производителей в области конкурентоспособного импортозамещения товаров и услуг. Это стало возможным в основном благодаря расширению и налаживанию собственного производства. Добавлю, что форум пройдет с 11 по 13 сентября. Всего Ингушетия продемонстрирует товары брендов 20 наименований. Некоторые из них на выставке представлены впервые. Размер пенсии и срок ее назначения на сегодняшний день относятся к одной из самых обсуждаемых тем в стране, и не зря. Изменения в пенсионном законодательстве затрагивают миллионов граждан России. Ну а что касается Ингушетии, то в нашей республике, по данным регионального отделения пенсионного фонда, трудится более 17 тысяч работников пенсионного возраста. И все они поддерживают корректировки в законе, в том числе и увеличение возраста выхода на пенсию. К работникам с опытом и стажем, кто не торопится на пенсию, можно отнести Резвана Парова и Тагира Аушева. И это несмотря на то, что работа их физически тяжелая. Жаридат Халухоева продолжит. Реконструкция дорог – процесс непрерывный. Сделать жизнь автомобилистов удобнее, а пешеходов безопаснее. Основная работа Резвана Парова, которой он посвятил 16 лет своей жизни. Стаж значительный, учитывая, что работать приходится на улице, несмотря на жару и холод. Меняют асфальтовое покрытие, прокладывают тротуары, занимаются ремонтом дорог регионального значения. И так расписан каждый день. Асфальт уже есть погода вообще кажется. Он яри грузов, то она его сразу побол, на был сразу уже долго клади. Резван здесь работает с 2002 года. До этого он сменил несколько профессий. Работал на сельхозтехнике, был грузчиком и даже оберегал спокойствие жителей, будучи охранником в аэропорту Магаз. Работая в Сужинском дорожном участке, он вполне доволен. Ведь трудится больше не для заработка, а для души. Свежий воздух, мужичек, вот это сел на после работам волбить. Ям и выбои на дорожном участке не увидишь и после усердной работы Тагира Аушева. Он, как и свой коллега, уже превысил пенсионный возраст. Но, несмотря на свой 20-летний стаж, оставлять работу не планирует. Будет трудиться, пока хватит сил, делится Тагир. Бог здесь будет, Бог. Твас новости, ямочный мир.
А я мужчина, мой есть водик, мы снадак или кое-что, нагам, не одик да алямат Аллахам да, с другими делами, киса хасивай не одик да. Настроение, желание трудиться еще есть. Буду работать, пока не попросят, отшучивается Тагир. Но увольнять работников пенсионного возраста российским работодателям скоро будет совсем невыгодно. Владимир Путин предлагает строго наказывать чиновников, которые будут принудительно отправлять пожилых людей на отдых. В этой связи мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом 5 лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста. Впрочем, руководитель своими подчиненными доволен и отпускать их не планирует. Если он может работать, почему он не может работать? Пускай работает. А чем он будет дома заниматься? С первого слова понимает, он знает свою работу. У каждого из них есть своя обязанность на участке. Я не знаю, что им делать. Таких сотрудников в ГУПе немало, как и по всей стране. Многие не готовы отказаться от привычного образа жизни, тем более, когда есть желание и сила трудиться. Это стало одной из многих причин, по которой в Госдуме было принято решение о повышении пенсионного возраста у мужчин с 60 до 65 лет, а у женщин с 55 до 63. Эти изменения в законодательстве будут способствовать росту пенсии. Жарадат Халухоева, Адам Далаков, Новости 24. Сегодня, в первый день священного месяца Мухаррам, наступил Новый год по хиджре. В этот день в мечетях читают проповедь, посвященную переезду пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, из Мекки в Медину в 622 году. Мухаррам – первый месяц мусульманского календаря. Считается, что как человек проведет его, так и пройдут все остальные. Это один из 4 месяцев, в течение которых Аллах особенно запретил конфликты, кровную месть, войны и подобные распри. О высокопочтимости этого месяца много говорится и в Коране. В одном из изречений пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, сказано: «Мухаррам является самым лучшим для соблюдения поста после месяца Рамадан». А в другом говорится, что тому, кто постился один день в месяце Мухаррам, воздается как за 30 постов. Ингушский государственный музей краеведения обрел новые экспонаты. Недавно его фонды пополнили исторические артефакты, найденные при раскопках Икажевского могильника. Сейчас же музей принял документы о боевых наградах. Потомки кавалера Георгиевских крестов, участника 3 войн Мусы Биштоева, передали послужные списки и копии орденов своего легендарного предка. Репортаж Светланы Томовой. Он погиб, но не забыт. Потомки Мусы Биштоева, кавалера Георгиевских крестов, участника 3 войн – русско-японской, Первой мировой и гражданской, сегодня передали в дар музею послужные списки, фотографии и копии орденов своего дедушки. Многие подробности биографии Мусы Биштоева могли бы кануть в лету, если бы 5 лет назад его внук Хамзат Кадзоев не задался целью побольше узнать о своем деде. Он обратился в военно-исторический музей Москвы, где из архива и узнал много интересных фактов о нелегкой судьбе своего деда. Каждый сын, каждый правнук должен, если он знает хорошие дела своего деда, прадеда, его ингуша, он должен стремиться к тому, чтобы эти имена были прославлены. На их примерах у нас будут учиться дети, наши дети, наши внуки. Самое значимое для меня, что имя моего деда не будет забыто, и оно будет в числе тех героев, людей, которые сражались за Россию, за родину нашу Ингушетию, прославляли и показывали и мужество, и патриотизм, участвуя. Там же не одни ингуши участвуют, там же вся Россия участвует в этих войнах. И они достойно пронесли, выполнили присягу и долг. Муса Биштоев родился и вырос в Насыркорте. Как и все вокруг, он занимался сельским хозяйством, добывая пропитание семье. От других сельчан его отличало лишь то, что был искусным врачевателем. Говорят, что мог не только зуб удалить или перелом вылечить, но даже трепанацию черепа успешно делал. Он участие принимал в военных действиях, кроме того, он являлся
хирургом полковым, постоянно лечить здесь, операции здесь, медики здесь, цведики, дивизии, что он здесь, на. Лечить здесь, медики, что они издутся, расхал, отец издутся, растхон, так. Цасбарыш тише, раздадить, да, каз, адуахкал здесь дутся, санна мотор. Ятир, صحابي حق توتي والصو شربه توتي حيا حقي والله انستيزي عميوتش واجي والله استدش شرق قوم حق специально деревянный царь царь я хилш весь кисаерш приборжить инструмент царь цани قوم حق изгиматом حياقش хнит чур черп мозговой травмы Ранее о Мусе Бештоеве Государственному музею краеведения ничего не было известно. Теперь, благодаря внукам и их дару, жители Ингушетии узнают имя еще одного героя. Героя, который не пожалел жизни ради своей родины. Эти архивы мы показываем в своей экспозиции и расскажем нашим посетителям о героическом пути вот этого достойного участника дикой дивизии. Кроме этого, он является кавалером Георгиевских крестов. И вот эти его награды тоже сегодня представляются в этой экспозиции. И мы очень рады своим посетителям и будем рассказывать об этих страницах истории одного из наших земляков в этой Первой мировой войне. Долгие и кропотливые поиски информации родственников о Мусе Бештоеве принесли свои плоды. Они не только узнали подробности его военных подвигов, но и смогли восстановить награды, которые были утеряны много лет назад. И, возможно, истории таких героев послужат примером для подрастающего поколения. Светлана Томова, Мэрбик Миржоев. Новости 24. Терроризм в современном мире. Правовой час на такую тему прошел в Национальной библиотеке в Сунже. На встречу были приглашены представители различных ведомств, учащиеся школ и СУЗов. Говорили, как отличить истину от лжи и как обезопасить себя от псевдорелигиозных наставников на просторах интернета. Дана Плиева продолжит. Правовой час на тему терроризм в современном мире собрал в стенах Национальной библиотеки представителей различных ведомств. Ребятам напоминают, как не стать жертвой экстремизма. Индира Бабхоева давно для себя решила, что бы ни случилось, всегда нужно советоваться с родителями, а не верить словам незнакомцев в сети. Для меня это самое ужасное явление, потому что именно терроризм разрушает мир, создает такую ужасную атмосферу в обществе. Люди боятся выходить на улицу, люди боятся, что могут оказаться в таких, скажем так, ситуациях. В России о терроризме как о глобальной проблеме человечества заговорили 20 лет назад, рассказал Руслан Цычоев. Исследованием этой проблемы занимаются многие научные центры России. В его основе лежит насилие и нарушение общественного порядка. Совершение взрыва или поджога и лишение свободы от 12 до 20 лет, то в том случае, если посягательства были сопряжены с такими объектами, как объекты атомной энергетики, например, атомные электростанции, объекты закрытого типа, которые, например, предназначены для хранения радиоактивного отхода, то здесь лишение свободы от 15 до 20 лет. Руслан Цычоев также отметил, что больше 90% завербованных – одинокие люди. Потому в первую очередь каждый должен уметь правильно выбирать свой круг общения. Сейчас, век информационных технологий, найти друзей со схожими интересами и завести знакомство несложно. Но и тут стоит быть осторожным. Вербовщики постоянно поджидают потенциальных жертв в социальных сетях. На экстремистские сайты можно наткнуться буквально в любой точке мировой паутины. Об этом лучше всех знает главный специалист Роскомнадзора Рустам Вашигуров. Его работа как раз и заключается в мониторинге всех видов запрещенной информации на территории региона. Он также рассказал, на сайте Министерства юстиции появился перечень запрещенных материалов экстремистского содержания. Сейчас он насчитывает около 6 тысяч изданий. В отношении редакции и учредителей такого средства массовой информации предупреждение. Этот ненормативно-правовой акт носит характер профилактический, для того, чтобы повторно такие публикации не имели места. Если повторно все-таки, несмотря на такое предупреждение, мы видим, что продолжается правонарушение с публикациями,
и неоднократно в течение года делались такие предупреждения, это является основанием для обращения в суд о прекращении деятельности такого средства массовой информации. Организаторы правового часа «Национальная библиотека» мероприятие приурочили ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Подобного рода акции проводятся здесь не первый год. Сегодняшнее мероприятие проведено для того, чтобы наши выпускники школ и чтобы студенты столкнулись, они в любом случае столкнутся с таким понятием, как терроризм, чтобы они понимали, как понятие, что такое терроризм, и чтобы смогли, чтобы понимали, как вести себя в таких ситуациях, когда пытаются их, например, агитировать, потому что они в основном сидят в социальных сетях. Ребятам еще раз напомнили, чтобы жить в мире и согласии, подрастающему поколению сегодня нужно уметь различать, где истинные знания, а где дорога, ведущая в пропасть. Дана Плеева, Хамзат Халухоев, Новости 24. Сегодня известному журналисту, народному писателю, публицисту Вахе Хамхоеву исполнилось бы 66 лет. К творчеству он приобщился еще в школьные годы, впервые заявил о себе в 1981 году, когда стал лауреатом Чечено-Ингушского республиканского конкурса молодых литераторов имени Саида Бадуева. Этот успех дал ему стимул для дальнейшего подъема на поэтическом небосклоне. Хамхоевым переведены на ингушский язык стихи Александра Пушкина, Расула Гамзатова и многих других классиков. 15 февраля 2014 года Вахи Висенгиреевича не стало. Он ушел скоропостижно на пике своей профессиональной славы. Ингушский поэт, драматург, переводчик и публицист Ваха Висенгиреевич Хамхоев родился 11 сентября 1952 года, когда наша республика только создавалась. Он был одним из идейных вдохновителей становления ингушской государственности и большим патриотом своей родины. Он многое сделал для правоохранительной системы своего края, отдав лучшие годы службе в органах правопорядка. Хамхоев Ваха республики Волжь Махлары Язун Хоханцажи общественного уховарч республики Вахарцы, политические Вахарцы, общественные Вахарцы, Ваха, Ши Пуну Волчана, да, Ева республика, оти Дизла Шириш Чакбалыш, Дадвул Далыр, Дадвул Волчана, Алемати Дох Дак Ляцервахазы. Ваха Хамхоев широко известен не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Он внес большой вклад в развитие ингушской литературы, воспитал плеяду молодых литераторов. На его творчестве воспитывалось не одно поколение читателей. Его произведения на литературном ингушском языке не только по-новому открывали глубину культуры ингушского народа, но и воспитывали в нем чувство патриотизма. До сих пор большой популярностью у читателей пользуется книга «Хонахей», куда вошли лучшие произведения народного писателя. Являясь настоящим сыном своего народа, Ваха Висенгиреевич приложил немало усилий для развития ингушского языка и литературы. По словам друзей писателя, во всей республике не сыскать такого гостеприимного человека, как Ваха Висенгиреевич. В пору становления автономии Ингушетии все местные политики собирались у него дома. Здесь они чувствовали себя комфортно. Супруга Вахи всегда встречала его друзей и учеников с улыбкой на лице. بواسش خلق ما يرجع عن مخيتي تجديه ترتا توصل واخذ مصر ويوازن خوي قش جون عش ريسبوبليكي يوازن خوي يازياتش كيل بريزيدنش سحون يوتيوب ايش بوتو بوتش ايش كمال دوتش حدا بغيرش هاي والله يشولي كذيك از سقدي هماش دوت دهون يا اخي هاش لا تي ذات صوت زوت نقولوا يعني نقص будучи богачелью. Постоянно сметиш чалор юрцу. Дикий вуи чалор дурцу. Школушка мысль сметелахем бихарис. Сан метили отказываться. Садолы до дена школусын вышна барна вахлиш пригласить.
О трудовом и творческом пути Вахи Хамхоева можно говорить бесконечно. Сегодня истинному сыну своего народа Вахе Весенгеревичу исполнилось бы 66 лет. Он не завещал своим сыновьям большого земного надела. Два его сына и вдова живут в скромной квартире в Назране. Но он оставил всему ингушскому народу богатое культурное наследие, благодаря чему имя Вахи Хамхоева будет вечно жить в народе. Лина Цычоева, Юсуп Гелисханов, Новости 24. Россию в нынешнем эпидемиологическом сезоне атакуют два новых штамма гриппа, от которых не прививали в прошлом году и иммунитет к которым у россиян не сформирован. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Ведомство также уточняет, что за государственный счет закуплено около 62 миллионов доз российской вакцины с актуальными штаммами. Ее состав актуализирован в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения. Бесплатно прививку получат дети, пожилые, беременные, профессиональные группы риска. «Юный пешеход» – акция с таким названием прошла в сельском поселении Нестеровское. Сотрудники ГИБДД себе в помощники взяли школьников, которые в свою очередь охотно делились знаниями ПДД и раздали водителям памятки о том, как должен вести себя за рулем мусульманин. Профилактическую акцию провели в целях минимизации ДТП с участием детей-пешеходов, количество которых на дорогах региона значительно увеличивается с началом учебного года. Материал нашего корреспондента. Проблема дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних особенно актуальна в разгаре учебного года. Главная задача родителей и педагогов – приучить детей к правильному поведению на дорогах. Вместе с инспекторами учащиеся Нестеровской первой школы вспоминают ПДД и знакомятся с новыми правилами. Первоклашка Богдан хорошо запомнил, как нужно переходить дорогу. Сначала встать, посмотреть налево и направо, там есть машины или нет. Если нет машин, переходи дорогу. А одноклассница Богдана Амина обращается с призывом к водителям. Водители, будьте осторожны на дороге. Детям раздают автовладельцам памятки «Мусульманин за рулем» и конверты. В них небольшие письма со словами благодарности примерным автолюбителям. Малыши написали их со своими наставниками, учителями во время классных часов, посвященных теме дорожной безопасности. Они хотят вам вручить письмо пожелания. Скажи, счастливой дороги. Часто мы проводим в нашей школе классные часы, мероприятия классные и общешкольные, на которых эта тематика обсуждается. Мы проводим игры, мы проводим беседы, потому что дети у нас практически находятся весь день, и их безопасность должна быть гарантирована кем-то. Наравне с инспекторами и преподавателями разъяснительные беседы с учащимися проводит и глава местной администрации. Ильяс Евлоев рассказал о недавних ДТП, в которых пострадали дети. В последнее время очень много происходит дорожно-транспортных происшествий, связанных именно с детьми. Есть у нас случай гибели ребенка, и буквально вот 2 дня назад произошел наезд, опять же, по вине ребенка, произошло ДТП, но, к счастью, обошлось без серьезных таких травм. С начала года в результате ДТП погиб 1 ребенок, и 26 получили травмы различной тяжести. По словам инспекторов, эти цифры меньше, чем в прошлом году. Уследить за каждым ребенком невозможно, поэтому госавтоинспекторы надеются на внимательность и осторожность водителей. Чтобы наши водители сегодня соблюдали скоростной режим, пропускали наших юных участников дорожного движения на пешеходных переходах, сегодня мы провели такую профилактическую акцию. Также мы ребятам объяснили, как они должны переходить проезжую часть, что они должны делать и чего категорически делать нельзя. Махмуд Гатиев за рулем почти 40 лет. Опытный водитель приводит основные правила поведения на дороге. В первую очередь не надо никогда выезжать на сплошную линию. Первую. Проезд перекрестков. И постоянно ремень. Такие акции – лишь часть профилактических мер ГИБДД, которые будут проходить в Ингушетии до 17 сентября. Ната Евлоева, Тамара Хашагульгова, Гапурчих, Киев, Новости 24. Со следующего года в магазинах перестанут продавать поваренную соль. Ее заменит соль пищевая в соответствии с вступившим с 1 сентября в силу новым ГОСТом. Термин «поваренная соль» исключен как несоответствующий характеристикам продукта. Ранее соль получалась путем выпаривания, то есть солеварения, а сейчас используются различные другие технологии. В соответствии
В зависимости от происхождения, ее качества и способа производства соль будет называться морской, молотой, экстра. На покупателях изменения никак не скажутся. Скорее появится возможность более точно выбирать товар в соответствии с потребностями, отмечают специалисты. Кроме того, по новому ГОСТу при производстве этого продукта можно использовать только одну добавку – йодат калия. До этого стандарт допускал йодид калия. Использование йодата калия увеличивает срок годности соли с 9-12 месяцев до 18. Футбол на сегодняшний день среди россиян по праву занимает лидирующее место среди самых популярных видов спорта, и прошедший Мундиаль 2018 сыграл в этом особую роль. Мы были свидетелями блестящих игр, и на редкость слаженной работы болельщиков они здорово подогревали интерес к изначально английскому виду спорта. Пополняются и футбольные школы Ингушетии, многочисленные соревнования, победы и поражения в детском футболе, все так же, как и в профессиональном. О работе детско-юношеской спортивной школы «Ангушт» из города Воинской Славы материал нашего корреспондента. Спортивная школа со звучным названием «Ангушт» открылась 20 лет назад. За это время она выпустила немало спортсменов, чья карьера сложилась очень удачно в профессиональном футболе. Пойти по стопам звезд мирового футбола и прославить свою республику – вот чего жаждет новое поколение спортсменов. Ахмед Ужахов футболом занимается практически с того дня, как начал ходить, шутят его тренеры. Но долгое время не мог найти свою позицию на поле. В итоге, встав на защиту ворот, Ахмед не ошибся. Голкипер отлично справляется со своей задачей, отмечают тренеры. Soğuktan şude futbolu sonra сувошица фир приставка лучше хосхита стал трей уз поле был чан трей их поле лозло что интересуешь так как андерсук что узюхан футбольная школа узвоша саян чан уз хайетурсуш хайета таси безим был уже вратарь хосхита злахтышен юак ответственность он да хосхита вратарь турксу. Кстати, за подготовкой вратарей здесь следит еще один тренер. Это, разумеется, говорит о большом профессионализме. Все как в большом футболе, и самая ответственная позиция на поле под пристальным взглядом тренера. Для вратаря очень важно, чтобы были какие-то хорошие данные, там рост, вес, много там всяких нюансов для вратаря. А вот в их возрасте, вот пока они 10, 11, 12 лет, так определить тяжело будет. А если исходить из того, что мы фактически никого не отправляем домой, все, кто приходит, пытаемся со всеми работать. Поэтому есть хорошие мальчики, конечно, есть. Тренировки по расписанию. Каждая из 8 команд отрабатывает навыки обращения с мячом, видение поля, культура паса, грамотная игра в обороне от всей команды. Главные правила в футболе. В зависимости от возраста и опыта каждый показывает разный уровень игры. Но в самоотдаче на поле никого из этих ребят не упрекнешь. Проходят тренировки отлично. Шикарно. Команда сейчас в хорошем состоянии, то есть все нормально, все сейчас хорошо играют. Он на замене сидит, наоборот, там усиляет состав. Я думаю, вот тренировки, хорошо все. Ребятам по 15-16 лет, группа 2003 года рождения, но они уже показывают не по годам красивую игру на поле. Взаимодействие, слаженная работа и самоотдача – вот что характеризует футболистов. В первенстве России зоны Юг ребята сыграли 4 игры за 2 недели. 3 из них выиграли с убедительным счетом. Теперь впереди четвертьфинал и подготовительный процесс в самом разгаре. Игрой ребят старались, я очень доволен. И вышли в 1/4 и будем готовиться уже к следующему году. Постараться занять первое место в первой лиге и попасть в стыки сезонов с Москвой. Ну, то есть, кто занимает первое место, мы играем с Москвой, да, кто там занял 3-е место. И уже в 2019 году, где собирается 16 лучших команд 2003 года, постараемся туда поехать, если повезет. Главное в футболе, как и в любом деле, здоровая атмосфера внутри команды. Мировые гранды футбола показывают и доказывают это из года в год. Больших побед без взаимоподдержки не одержать, сколько бы ни тренировался. Но в юношеском Ангуште, как отмечают тренеры, с этим полный порядок. Ждем громких побед. Тамерлан Хамхоев, Исмаил Гатагажев, Новости 24. Все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в соцсетях Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и ВКонтакте. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.